Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 30 декабря 2022 года, 20:00 по Берлину и 23 часа 1 минута по Джохару. Друзья, приветствую вас. Так, включим часы и включим логотип стрим, прямой эфир. Так, как обычно, по нашей традиции, пока мы все собираемся, я вам снова расскажу о потерях фашистов, о Украине. За прошедшие сутки 30 декабря 2022 года уничтожено 690 фашистов. Итого их число достигло 105 250 голов, 8 танков, итого их стало 3026, 12 боевых бронированных машин, итого их стало 6059, артиллерийских систем 6 штук уничтожено, итого их 2010 штук уничтожено за время начала крупномасштабного вторжения фашистской России в Украину. 423 уничтожено всего РСЗО, антиаэркрафт 212 штук, 0 за сутки, 283 самолета, 268 вертолетов, 0 за сутки. БПЛА оперативно-тактического уровня сбито, это беспилотные летательные аппараты, как мы знаем, 23 штуки, итого их стало 1740 штук. Крылатых ракет сбито 58 штук за прошедшие сутки, 711 их в итоге, 16 кораблей катеров, 8 автомобильной техники уничтожено за сутки, итого и цистерн, итого их стало 4683, и одна специальная техника уничтожена, итого уничтоженной специальной техники в фашистской России 180 штук. С чем я вас всех и поздравляю, друзья. В фашистской России вступил в силу закон, который предусматривает наказание за диверсии, за пропаганду диверсии, за все, что связано с поддержкой Украины, полагается, как вы думаете, высшая мера наказания. Высшая мера наказания. Правда, ее почему-то средства массовой информации называют лишением жизни пожизненно. Так это нам представили средства массовой информации. Реально же это называется по-другому. Это называется высшая мера наказания. В России, как известно, в 96-м или 7-м году был введен мораторий на смертную казнь. И с тех пор в России не проводилась ни одна смертная казнь. Официально. Так-то в России в тюрьмах и не в тюрьмах людей казнят регулярно, часто, много. И сейчас же уже на законных основаниях, в соответствии с беззаконной Российской Федерацией, так называемой Федерацией, высшая мера за то, вот, например, что делаю я. Это и то, что делают другие люди, занимаются, например, разъяснительной, просветительской деятельностью, антифашистской деятельностью. За это полагается смертная казнь. За это полагается высшая мера наказания. Так как введен президентом еще Ельциным указ о моратории на смертную казнь, смертная казнь может отменяться либо по указу президента, вернее, смертная казнь была заменена, но на лишение свободы пожизненно. Так вот, теперь можно без указа президента, если военное положение вводится, то смертная казнь, пожизненное лишение свободы отменяется, заменяется она на смертную казнь.
Как мы знаем, в фашистской России уже в некоторых частях, прилегающих к Украине территориях, введено военное положение. Таким образом, и это тоже, как обычно, было сделано хитро. В ДНР, ЛНР, так называемых, было введено военное положение. И потом, когда ДНР, ЛНР присоединили к России, заодно и Харьков, и Запорожье, и Путин издал указ, чтобы как-то когда уже присоединили к России эти украинские территории, что вот это военное положение введенное, чтобы оно было урегулировано, подстроено под российские реалии, российское законодательство. То есть они об этом не афишируют, они об этом не будут кричать, потому что они боятся волнений, паники, они все делают очень, можно сказать, по отношению к своему безмолвному народу, аккуратненько, так поглаживая вот этот русский народ по голове. Таким образом они его уничтожают. То есть мы вернулись, об этом я уже несколько лет об этом говорил, что к этому все придет, к этому уже на законодательном основании уже приходит. Уже пришло это все, это уже решенный вопрос. Осталось вводить дополнительно, если они сейчас еще не ввели, а военное положение, если предусматривает особый порядок, разбирает особый судебный порядок, что нас наталкивает на мысль, возвращает нас в те прекрасные 30-е годы прошлого века, когда 3 человека, 3 безграмотных НКВДшника садились и массово выносили смертный приговор людям, которых они решили отжать квартиру, отжать дом, лошадь, сарай, жену, что угодно. Если им присмотрелось, таким образом они массово расстреливали людей. Это закончилось, как мы знаем, десятками миллионов убитых людей и десятками миллионов, если не больше, если не сотни миллионов людей, которых отправили в фашистские гулаги. Ну вот, прекрасное будущее России приблизительно уже приобрело уже такие яркие очертания. Друзья, перехожу к вашим комментариям. Так, Allah da si duel deres vol noche masera duel wa da si Deutsch Mauer Bogelche. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Рамзан. Так, Мессир, ва алейкум салам, Вайнах, ва алейкум салам. Ельцин вроде бы давно умер. Не может быть, откуда ты узнала, Деон? Так, Илона, привет, Деон. Вот как-то так, друзья. Давайте почитаем комментарии. Как напоминаю, друзья, стрим проходит в ТикТок, стрим проходит в YouTube. Ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Пишите ваши комментарии. Так, Хамзат, анархист, Мадина, свободный гражданин, Эдам Польский, если что, Эдам, Юаве, Асламбек Туте, ва алейкум ассалам, Шеверга Маш Войльшо, Шеверга Мокши Маши Лил Дуэльшо, Муфара Маш Войль Аслан, Маш Мокш Лил Войль, Масу Ночи, Он Пейд Верг Мули, Делерсела Маш Воль Муара Маш Войль, Шеверга Маш Войльшо. Так. Прошу прощения, так, это не мне, это не мне. Слава Украине, слава Ичкерии, героям слава, Степан Бандера. Степан Бандера — это такое имя, которое так русские пытались замарать, запачкать. И вот что значит, когда вы искренне на своем пути. Вы можете быть молодым человеком, вас могут убить где-то далеко от вашей родины,
враги. Но через десятки лет имя этого человека вводит ужас. Представьте, каким нужно быть врагом империи, врагом своих угнетателей, что через десятки лет после смерти абсолютно молодого человека, он моложе Джохара был, когда его убивали, ему там 40, кажется, не было, или около того. И после его смерти его имя вносит трепет в сердца врагов. Слава Украине, слава Степану Бандере. Аслан, где я могу найти про вашу партию демократическую Ичкерию? Мезер, ты можешь найти про эту партию. Я не состою в этой партии, хотя это формально я не состою. Мы со всеми дружим, общаемся, обсуждаем, так как я правозащитник. Ты можешь узнать это есть и в ТикТок есть канал, и в Инстаграм есть канал, и в Фейсбук есть. Но лучше всего вот Фейсбук, там много информации помещается, поэтому там много выкладывается. Есть сайт, который Ичкерия АТ, Ичкерия Австрия, Ичкерия.ат. Это сайт Хусейна Исханова, председателя Чеченской демократической партии. Заходите, смотрите, интересуйтесь, распространяйте информацию, объединяйтесь, чеченцы. Это очень-очень важно. И следите, чтобы среди нас не было засланных казачков. Кыскыр говорит, ну понятно, кто ты. Конечно, понятно, я же чеченец. Это уже понятно, если я чеченец. Если чеченец не за свободных людей и не против фашистской России, то считай, он не чеченец. Как-то так, Так, ассаламу алейкум, Эжри. Ва алейкум салам, Женевский борз. Амзат Массерна Гульвандерез. Так, призываю всех чеченцев не реагировать на провокации публичных людей, тем более. Так, Адам Польский. Нет, если ты против, Асан, то я выйду. Я просто твой наблюдатель. Хочу послушать твое мнение, можно или нет. Можно, конечно, Адам. Дойнш Мадара послушать, конечно, можно, да. Так, Лэндленд. Мнение много, истина одна. И все остальные. Степан Бандера. Все остальные. Витаю вас, друзья. Друзья, задавайте ваши вопросы, ставьте лайки. И 3 часа назад опубликована информация, что сегодняшняя информация 30 декабря опубликована она. Я ее увидел 3 часа назад. В Беларусь уже прибыло 6 бортов Ил-76. И большой вероятностью высаживается десант. Высаживается, причем самолеты не очень долго находились в Беларуси. Мачулище называется аэропорт, куда прибывали эти самолеты сегодня, 6 Илов. Причем один прилетел в 16:17, в 17:15 улетел. То есть всего лишь час где-то он пробыл и улетел обратно в Псков. Один прилетел в 15:45, улетел в 18:22, улетел в Оренбург и так далее, и так далее. Ну, короче говоря, не очень долго, 2-3 часа самолеты. Есть 3 часа, я тут смотрю, 2 часа. То есть я хочу сказать, что очень быстро разгружают, скорее всего, это живая сила, мясо, которое доставляется сейчас в Мачулище, в Беларусь. И надо полагать, что русские террористы готовят удар со стороны Беларуси на Киев. Об этом мы все это знаем, я об этом тоже много раз говорил, украинские эксперты тоже об этом много говорили.
И, конечно же, Генеральный штаб тоже это знает. И, скорее всего, нас ждут после Нового года, если не в эти дни, не сегодня, не завтра, нас ждут серьезные события. Но у них нет никаких шансов. Просто никаких шансов у них нет. Но пусть пробуют. Пусть это мясо бьется головой о Хаймерсы. Посмотрим, что сильнее, Хаймерсы или голова Деон. Мне тут Facebook напомнил очень интересную выдержку, которой в книге своей Абдурахман Ахтарханов от Андропова Горбачеву в 1985 году пишет: наученные горьким опытом истории, нынешние американцы, надо думать, не так уж наивны в понимании советского механизма власти, когда в Белом доме член Политбюро Щербицкий самоуверенно и вызывающе заявил президенту Рейгану, что советский народ не потерпит новой угрозы США в космосе, то президент дал единственно правильный ответ: советский народ имеет мало что сказать в отношении того, что делает его правительство. Нью-Йорк Таймс. Только такой язык понимают и уважают владыки Кремля. Я напомню, о чем идет речь. Речь идет о СОИ, стратегическая оборонная инициатива, если по-русски перевести. Она по-русски сокращается как СОИ. Это программа «Звездные войны», так называемая «Звездные войны», которая фактически вынудила советскую Россию сдаться и переформатироваться, понимая, что сопротивление бесполезно, и отпустить Восточную Германию. Некоторые немцы обижаются на что-то, на американцев. Там есть тут разные товарищи, которые считают, что чуть ли не Америка во всем виновата. Надо бы им немножко разъяснить и дать пожить в России и почитать настоящую историю, а не пропаганду. Так вот, если бы не американцы и не их программа СОИ, то Восточная Германия до сих пор находилась бы под контролем, под влиянием. Она, я думаю, и сейчас в определенной степени находится, но вот под контролем она находилась бы до сих пор Советского Союза. Так что, Господи, благослови Америку и ее программу «Звездные войны». Так, американцы уже с 1900 года знали, что такие русские, особенно Вильсон и Рузвельт знали. Да, конечно же, русские не особо парятся, скрывая свое нутро. Дальше еще одна выдержка от Абдурахмана Ахтарханова. Горбачев – продолжатель курса Андропова. Это у меня Facebook мне напомнил, просто год назад я это публиковал, поэтому это очень интересно. Про Горбачева, Нобелевского лауреата, который развалил вот эту Берлинскую стену, спас и так далее, и так далее. И как вы помните, что я вам сказал, что все дело не в Горбе, а дело в СОИ, в программе «Звездные войны». Так вот, Горбачев – продолжатель курса. Кстати говоря, этот Муратов, да, новую газету, которую возглавляет, он тоже лауреат Нобелевской премии и друг, бывший друг, сейчас уже ныне покойного Горбачева. Горбачев – продолжатель курса Андропова и Сталина. Я просто напоминаю, что такое Нобелевская премия мира. Просто это чушь собачья, а никакая не Нобелевская премия. Горбачев – продолжатель курса Андропова и Сталина, и никакой он не освободитель народов, пишет Абдурахман Ахтарханов. Следующая выписка из его книги. Нынешние генсеки не диктаторы, а слуги Политбюро, поэтому в кресле генсека могут сидеть и политические ничтожества.
Генсекство Горбачева, будучи по своему стратегическому замыслу продолжением политического курса Андропова, директора или там, председателя КГБ, напомню, обещает стать новой попыткой вывести Советский Союз из экономического и социального тупика. Напомню, опять же, это от Андропова к Горбачеву книга называется, 1985 год, как самый момент, когда Горбачев запускает свою эту перестройку, и нам днем и ночью начинает, ну не днем и ночью, день раз там начинает показывать про какой-то прожектор перестройки. Мои ровесники, наверное, или старше меня, наверное, помнят эти передачи, да. Я это помню, да. Вот кому нужно сказать, не Горбачеву сказать спасибо нужно немцам, а американцам и их программе «Звездные войны». Давайте посмотрим еще одну небольшую выдержку из этой же книги. Это самая интересная книга. Если вы не прочитаете эту книгу от Андропова, Горбачева, Абдурахмана Авторханова 1985 года, вы не поймете систему сегодняшней власти. Ничего нового они не изобретают. Новых у них великих чекистов или великих каких-то мыслителей, политологов и не наблюдается. Все из методичек из школы КГБ. И все идет по одним и тем же лекалам. Поэтому мы должны четко, чтобы понимать, что происходит, а это просто для вас это будет такое открытие, если вы прочитаете эту книгу. И я ее прочитал 2 раза. Это единственная книга, которую я прочитал 2 раза в своей жизни. Никогда вообще не понимал людей, которые смотрят 2 раза фильм или читают книгу 2 раза. И причем эта книга, как вы понимаете, не художественная. Это просто не оторваться. Очень интересная книга. Всем советую. Так вот, еще одна выдержка. Однако, как уже подчеркивалось, не только коллективная диктатура, но и единоличный диктатор в Кремле стараются создать во внешнем мире впечатление, что единоличный диктатор вовсе не диктатор, а исполнитель воли Политбюро. А само Политбюро вовсе не диктатура олигархии, а исполнительная инстанция воли советского народа. Понимаете, да, друзья? Кремль всегда пытается создать впечатление, что единоличный диктатор вовсе не диктатор. Понимаете? Вот 2 примера, свидетельствующие о такой тактике Кремля. Добиваясь максимальных успехов у Рузвельта и Черчилля на Ялтинской конференции, Сталин аргументировал свою неуступчивую позицию тем, что потом русский народ скажет, что Сталин и Молотов защищали русские интересы хуже, чем их защищали русские цари, а его всесильное Политбюро откажется утвердить соглашение в Ялте. Сталин убеждал, в частности Рузвельта, что слава о нем, о Сталине как о диктаторе, это просто миф. Он подотчетен и зависим от Политбюро, как Рузвельт зависим от своего Конгресса. Смешно, да? И трюк вполне удался, ведь Рузвельт тогда говорил, что дядя Джо человек добрый, а вот Политбюро его учреждение ужасное. Джо это имеется в виду он о себе, видимо. И о Сталине, видимо. Даже тогда, когда Сталин начал, вопреки соглашениям в Ялте, большевизировать Восточную Европу, министр иностранных дел США Эдвард Стеттинус объяснял акции Сталина нажимом этого ужасного учреждения. Вот его утверждение, когда маршал Сталин вернулся с конференции Политбюро, взяло его в оборот за то, что он вел себя на ней чересчур дружелюбно и сделал 2 капиталистическим странам много уступок. Вот как-то так, да. Ну и, конечно же, если говорить о противниках КГБ, ФСБ, если говорить о антисоветчиках, таких как Абдурахман Авторханов, конечно же, нельзя не сказать о Владимире Буковском. Без сомнения, пишет Владимир Буковский, начни мы тогда в 1991 году процесс декоммунизации,
Проведя мы свой Нюрнберг, никак не смогли бы чекисты столь быстро оправиться и захватить власть. Я потратил много часов, пишет Буковский. В 1991 году уговаривал ельцинское руководство организовать суд над коммунистическим режимом, желательно по Нюрнбергскому статутам. Ну хорошо, если не суд, идея суда им не нравилась, то хотя бы международную комиссию историков, ну открыто, под телевизионными камерами и вскрытием всех преступлений режима. Уговорил всех, даже Бакатин, тогдашнего главу КГБ. Но уперся Ельцин. То ли он боялся за свое положение, все-таки бывший кандидат в члены Политбюро, то ли действительно не хотел раскачивать лодку, как он сказал своим помощникам. Но дело было заблокировано. И я уехал, отлично понимая, что грядет реставрация советского режима. Через год Ельцин уже оборонялся. И я даже поехал помочь ему в Конституционном суде. А через пару лет сдал все. И свою команду, и свою политику. Я больше не ездил. Не было сил смотреть на это безобразие. А вскоре мне заблокировали въезд. Перестали давать визу. После 1993 года он был уже не хозяин, оказавшись заложником силовиков. И мне там делать было нечего. Реставрация была неизбежна. Однако я далек от мысли винить одного Ельцина. Ведь и российское общество очень резко выступало тогда против такого суда. И Запад, обратите внимание, всячески блокировал наши усилия, как охоту на ведьм. Что ж, вот ведьмы и ожили. Будут теперь охотиться на нас. Да и Западу мало не покажется. Без сомнения, начни мы тогда в 91-м процесс декоммунизации, проведи мы свой Нюрнберг, никак не могли бы чекисты столь быстро оправиться и захватить власть. Владимир Буковский. 30 декабря ему бы исполнилось 79 лет. Это было год назад, значит в этом году Буковскому исполнилось бы 80. Так, друзья, извиняюсь, я тут что-то опять. Так. Где случилось, Фрей? Я опять уже отвлекся. Так, Ленд, ассаламу алейкум ассалам. Украинцы очень хорошо знают, на что способна Россия, Бог Муфарас. И именно это увеличивает безопасность Украины. Приветствую, чат Литва. Приветствую, Киртукас. Витаю вас, Литва. Я одно не понимаю, почему Западу нужно было скармливать этих монстров. Это не так однозначно все. Знаешь, Фрея, у каждого есть свои национальные интересы. Асан, а подписчики, алят, сажим информацию, куда тебе скинуть ихние данные, Восик. Можешь мне в Facebook написать, можешь мне скинуть на e-mail, который находится под видео описании. Если это какая-то стоящая информация, давай. Я могу сказать, что он свой подписчик жду без собой еще. Люди, принимая себя как мусор, не видя просвета, залпа, му душу, ардагар мокш маш душу, дал бухастам саламандр, алмаш воль, амакече, сахакече, бо. Алейкум ассалам. Посмотри сверх сообщения, которые ты не прочитал, пожалуйста. Так, мессер, так.
Хорошо. Но почему он его сравнивал с Андропо? Андропо был ярым коммунистом, надо изучить. Кого, Горбачева сравнивал? Нет, он его не сравнивал. Андропов был КГБшником. А Горбачев был его агентом КГБ. То есть слугой и пленником этого учреждения. Он его сравнивает только в том смысле, что он работает на эту преступную организацию. Я постоянно читал от Авторхана и восхищался, как он грамотно изучал личности. Да, Авторханов имел такое свойство, которое присуще большинству чеченцев у нас, докапываться до сути самой. Он видел просто причин, основу основ. И это он делал как никто другой из всех чеченцев вместе взятых. Это просто невероятно, что этот человек оказался на Западе. Невероятно, он и пытки прошел, и его расстрелять пытались, и еще ему там задания давали убить своего соратника. И вот перешел линию фронта, перебрался в Германию, потом в зону оккупации Соединенных Штатов в Германии. И похоронен он в Мюнхене, как мы знаем. Да, да, конечно, человек гигант. Так, ассаламу алейкум варахматуллах. Хамза машуэль ва алейкум ассалам. Так, напоминаю, вот особенно тем, кто у нас тут в ТикТоке сидит, не пишите информацию, которая может как-то вас идентифицировать. Ребят, мой канал находится под наблюдением. Я иногда, знаете, делаю какой-нибудь там вброс какой-нибудь и смотрю на реакцию. Реагируют молниеносно. Каждое мое слово, я могу написать ерунду какую-нибудь, я могу где-то пошутить что-то. Это все фиксируется, быстро распространяется. И по разным признакам я узнаю, что ребята каждое слово конспектируют, работают и так далее. Поэтому будьте внимательны. Ваша безопасность в ваших руках, друзья. Кутахтун Аслану, все понял. Польский матла я дерьмо отсюда. Так, люди принимают себя как так, Баркалната. Да, Улей, согласен. Никаких идей, на мой взгляд, а лишь удерживание власти любой ценой, как сейчас делает Путин и его банда. Да. Ну тогда была идея, за которую тогда заплатили при становлении вот этой страшной системы, коммунистической системы. Миллионы расстрелянных, сосланных, сгноенных, убитых в тюрьмах там, и так далее, и так далее. И Вторая мировая война, и они как бы выступали коммунистами, сражались там, победили, это очень мотивирует, поэтому слишком большая цена была, и даже если это была абсолютная утопия, абсолютная туфта, это была самая настоящая туфта, это самый большой обман был, как приблизительно обман, как сейчас строят халифат, некоторые товарищи, которые просто не знают элементарных просто вещей. И когда ты им говоришь, они выставляют тебя как будто противник, ты мусульман, противник там чего-то нормального. А на самом деле просто люди не знают элементарной истории, не читали никаких книг. И они строят какие-то халифаты, какие-то там вещи, которые никому не нужны в этом мире. Точно так же строился коммунизм. И этот коммунизм не был никому нужен. Потому что немного образованные люди, кому вот это зерна коммунизма, который принес Ленин, они легли хорошо на необразованное вот это российское, русское население, которое все время пребывало из поколения в поколение, пребывало в рабстве, затем так называемом батрачестве, что ничем не отличалось от рабства. И потом вот этот коммунизм, так называемая советская система управления, где у тебя не было никакой собственности, и ты оставался таким же рабом.
Просто тебе объясняли, что мы идем к какому-то светлому будущему, и тебе надо сейчас немножко потерпеть. И так терпели три поколения. Одни рождались, умирали. Потом КГБшники все это захватили. Вот как-то так, Леон, это все выглядело, да? Поэтому, да, Амзат, кстати, сейчас вернемся, да? Идея, она какая-то была, а сейчас ее нет вообще. Хотя идеи как таковой, Россия всегда прикрывалась разными лживыми идеями, как она прикрывалась в советское время идеей, коммунистической, советской идеей, потом сейчас демократической идеей и так далее. Но все это время всегда она оставалась империей. И единственное, эта идеология была им понятна. И русскому народу, даже самому холопу, самому рабу нужна была великая Россия. Вот как-то их так воспитали. Это их скрепа. Как-то так, да, как-то так. 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 Протекторат. А заголовок у тебя про панику Кадыра. Об этом попозже. Да, вернемся, Амзат. Мне сразу позвонили, сказали, ни в коем случае не говори про жен Кадырова, про их женщин, туда-сюда. Я, конечно, не имею привычки, никогда не говорил про это. И сейчас речь не о женах, не о детях, не там о сестрах, братьях и так далее. Речь идет о самом Кадырове, который то в наркотическом угаре начинает стрелять, бегать по своей вот этой резиденции, которая хорошо просматривается с домов соседних высоток, которые понастроены там. В панике, употребляя какие-то запрещенные препараты, начал стрелять, и вот поступила информация такая, что он ранил в ногу свою жену. Не знаю, по-моему, в ногу была речь. И также была информация, которая проходила, вероятно, это тоже как-то связано, что был один Абдул Кадыров такой спортсмен, который его нянькой называли, который за детьми его, старшими этими 3 сыновьями присматривал. И что он умер. Вероятно, его тоже. Но это молодой мужчина, здоровый, крепкий. Умереть особо причин у него не должно было быть. Вероятно, его тоже убили. Ну, если это правда подтвердится. По поводу... Вот это была информация, которая... Кадыров очень плохо себя чувствует. Очень нехорошо себя чувствует, так как все плохо. У русских плохо все. Просто очень все плохо. Хотя пытаются изображать, что у них все хорошо, да. Так. Строят халифат, вспомнил анекдот про то, как у старого еврея коммуниста требуют деньги для построения коммунизма. А тот удивленно спрашивает, как можно что-то строить, не имея денег? Файтер, салам. Салам, файтер. Мы живем в натовских странах. Да, абсолютно верно, Ури. Абсолютно. Потому что у других не хватает таких качеств, которые обладают, и поэтому я в выигрыше дел. Во. Попросите зрителей, напоминает мне ТикТок, поделиться трансляцией и пригласить друзей, Дион. Так, друзья, вы, видимо, все пятница, там уже все, да, Новый год, уже все, да, по тусовкам, по клубам где-то неактивные. Потому что он переехал. Амзат я успел прочитать. Так, элементарный пример: оставаться чеченцами, строить свое чеченское государство, и тогда все мировое сообщество будет за нас. Да, ну, может, не мировое, нам оно и не нужно, это мировое сообщество. Нам достаточно американцев. Да, в Галакюэль, Жюжетер, Эрдул Долшейт, Эрдель Долшейт, Эминеала. Да, Хамзат, переел свинины.
Кадыров, вероятно, да? Он уже не помещается даже. Вы видели его, эту пресс-конференцию? Как он после пресс-конференции начал отжиматься. Я не понимаю просто, что у этого человека в голове. Он не может себя, взрослый мужчина, адекватный, так вести. Так вести. Причем отжимания начали сразу чеченцы, как и украинцы, очень умеют остро шутить. Сразу же я увидел от своего товарища отжимания переименовали Ахмаджания. Отжимание Ахмаджания. Потому что на отжимание это было похоже так отдаленно. Да. Ехать, да, Шультерду Ури, по-моему, да, уже там снесло башню парня, да, он. А так все хорошо начиналось, да, он выходил из машины и 1500, вся Россия трепещала перед этими 1500 нашими воинами. Один Кадыров приезжал с одним пистолетом, или даже он там зубочисткой приезжал, и 1500 разбегали. Так все хорошо начиналось, уже почувствовал человек себя уже великим там кормчим, но и да он не шмогла, да не шмогла. Иш дуар дыни, багаться бог, саироны из-за квега. Так не бывает, друзья, так не бывает убивать людей. Это же ненормально, понимаете? Человечество дошло к тому, к гуманизму, к человечности. Не потому, что это кому-то удобно и нравится, а потому, что другого выхода сосуществования у людей нет просто. Понимаете? И если вас Путин с Патрушевым задействовали на это не значит, что это надо делать. Да. Так, реально подстрелил жену. Да, говорят, подстрелил. Валейкум заур. Так, народ, всем привет, салам алейкум. Аслам, витаю. В предыдущей беседе вы говорили о журналисте на ТВ. 10 месяцев не смотрю этот ужас Freedom. Все ведущие Ага. Да, Светлана, вас витаю тоже. Именно так. Именно так. Мне очень странно на самом деле, почему на украинском телевидении сейчас еще один, на этом же, не ICTV, да, вот этот называется канал, который я вчера видео выкладывал, комментировал, новые они уже, еще одно видео выпустили. Я его так быстро просмотрел, ну это просто позор, друзья, позор. Я еще раз напоминаю украинцам, украинцы, у нас не было того оружия, которое у вас есть. Да, нас поддерживали. И Россия была не настолько сильна в первой русско-чеченской войне против нас, как она была перед началом вторжения в Украину. Это тоже факт, который нужно отметить. Но тогда мы смогли стрелковым оружием и гранатометами фактически принудить к миру, скажем так. При помощи Запада, конечно же, Запад нас поддерживал, Америка, Англия нас очень сильно поддерживали, вели дипломатические переговоры, усилия прилагались в этой области. Ну, войну мы фактически в военном противостоянии выиграли. Мы проиграли войну спецслужбам. Они точечно, имея больше ресурс, имея больше возможностей в этом плане, они точечно убивали наших лидеров, они точечно нас дискредитировали. Они могут внедрять людей, которые будут большими патриотами, чем самый большой патриот, которого можно найти в вашей стране. Что этот патриот подумает, что он вовсе и не патриот по сравнению с этим ГБшным патриотом, который изображает из себя патриота. Мы, чеченцы, это очень хорошо на себе испытали. И когда вы заигрываете с ними, когда Гудковы, слава богу, Ходорковского хотя бы не приглашают, хотя Гордон там его так приглашает время от времени, там ему реверансы в его сторону делаются.
Вот для меня это просто необъяснимо, для чего это делается. Например, есть Пономарев, которого он всю жизнь сидел, он потомственный просто, он всю жизнь в Госдуме сидел, депутатом был. Но не бывает такого в России, что депутат находится столько лет в последнее время в фашистской России, депутатстве, да, он имеет мандат депутата, и после этого он переобувается, его никто не ликвидирует. Ну, такого не бывает, это предательство. Помните с Вороненковым, что стало? Кстати говоря, он шел, как вы знаете, навстречу, как тогда пресса сообщила, навстречу именно с Пономаревым. И потом Пономарев какие-то группы сейчас сидит, рассказывает там, сожжено 20 военкоматов, там 500 там порвано эти, ну я условно утрирую. Ну и что, ну, и дают время. Гудков это ну просто самый главный, нет, самый главный, конечно же, Фейкин. Потом идет Гудков, я имею в виду, они между собой Гудков, наверное, самый главный по званию, наверное. Но на украинском телевидении первая уже фигура, первая скрипка является именно Фейкин. Ну, для чего вы это делаете, я не могу понять, украинцы. Вы хотите таким образом раскачать ситуацию в России? Ну, так вы ее не раскачаете. Наоборот, это имитация деятельности. Если вы не находите настоящих россиян, настоящих, не под ГБшных россиян, а свободных, если можно россиян назвать такими, которые стремятся, по крайней мере, к свободе, то эти вас будут уводить. Ну, как бы, ну, работаем, что имеем, да, вот такой принцип, да, ну, что есть, тем и сотрудничаем. Ну, я так пытаюсь объяснить логику воюющей Украины просто. И в итоге получается, да, первое время даже какую-то пользу эти люди приносят, да, и может видимую пользу, даже может быть какую-то пользу им разрешается приносить. А потом уводит в ту сторону, что вы заплатите в 10 раз больше, чем он вам оказал эту услугу. Понимаете? Не можете вы этого не понимать. Мы просто это на своей шкуре просто испытали. Я всю свою сознательную жизнь вот это все наблюдаю. Да, у вас и спецслужбы есть, и тыл есть, и информация от 52 стран НАТО есть, разведывательная информация. И я уверен, и Ми-6, и ЦРУ, и там, я не знаю, МРУ, и разные всякие БНД и МНД, все помогают Украине, выявляют и выявляли, как мы знаем, были задержания разных российских агентов. Но, вероятно, таким образом вы как-то выявляете. Но вот на этих российских каналах вы этих людей фактически вводите. Ну, я понимаю, игра какая-то здесь большая. Игра, которую мне трудно понять, мне до конца осознать все эти вещи, потому что я никогда не имел вообще, только, может, там по книжкам и теоретически я это все видел, как эти спецслужбы, как что кто действует. Но я не вижу никакой пользы. Я не вижу. Я вчера вот этот ролик выложил, который я увидел. Там ну, два человека сидят, вот этот Герман и Казарин. Казарин оказался еще с российским паспортом, еще вчерашний россиянин, в форме ЗСУ. И говорит тоже красиво, обтекаемо там, и так далее. Но для человека непосвященного, неподготовленного всей своей жизнью вот этим ихним трюкам, ну, он может поверить в это во все. Ну, а я просто вижу, вот как Абдурахман Авторханов пишет в своих книгах, суть системы. Также мы эту систему видим, и мы как вот белой ниткой видим, прошито это все. Мы даже не можем понять, нам не хватает практики, хватает, там теории не хватает, именно с той стороны. Мы-то всегда были клиентами вот этой фашистской ФСБ. А с той стороны
некоторых вещей мы не знаем, можем предполагать. Но как только они делают вдох, как только они открывают рот, мы уже понимаем, что к чему они клонятся. И не всегда, но в большей части всегда. Почти 100%, буквально через пару выдохов уже понятно, к чему клонится, к чему идет. И убийство дочери Дугиной, и убийство украинских военнопленных. Вот и помните, вся эта тема была. И суд, который должен был состояться над азовцами и так далее. А все спустилось, как говорится, в канализацию. Почему? Потому что мы уже поняли, к чему они идут. И они тогда начинают переигрывать вот эти свои игрушки, да. Ну, конечно же, в первую очередь дело за ЗСУ дело. Хейт будет хинца хакарос бубоиш. Хейт будет хакарос бубоиш. Цунах хирбер. Да Аллах воли юятер жете. Валейкум ассалам. Да, все будет ишкер, алейкум. Так, по поводу кадыровцев, раз у нас тема про кадыровцев сегодня. Хочу сказать, что вообще Турция заполонила просто кадыровщиной. Это единственная страна, которая они могут выехать без визы. И страна, которая им не запрещает въезжать. Короче говоря, спасаются все мало-мальски, кто имеет просто возможность выехать из кадыровщины, и которые имеют мало-мальски мозги, чтобы понимать, что происходит. Они уже вывозят семьи, скупают квартиры, снимают квартиры. Просто фактически вся кадыровская Чечня переехала в Турцию. Вот такая ситуация у них пока. Паника очень страшная. Никто не хочет умирать. Нужно понимать, что вся эта ситуация долго не продержится. Витаю всех, слава Украине, братья и сестры. Витаю тебя, Чеченка, Маршёль. Головой не дружит, во. Свинина из него прет, да? Совершенно верно, Хамзат. Я просто так не мог бы убить человека. Ну, Заур не все такие, как ты. Поэтому ты доживешь до глубокой старости и на свободе, да, Алмула. Светлана, у вас тоже по вчерашнему указу дяди Вовы разрешается в армии подразделениям внутренних дел употреблять наркотики официально. Мотайте на ус конспектирующий материал чата. Кертукас, очень интересно по вчерашнему указу. Ну там у них наркомания очень сейчас расцвела. Вот сейчас же собирают всех зэков, весь сброд, все, кто там судимость имели. Обычно судимость имеют те, кто там употребляют, и им постоянно нужно добывать. Поэтому фактически наркоманов отправляют. И завозят туда барыги, так называемые, драг-дилеры, заезжают и усиленно продают бизнес, короче говоря, бизнес. Но все равно ему умирать, что ему, быстренько он заплатит, себе купит героин, там, что он там, амфетамин, и в бой. Ему не страшно, барыги хорошо, все при плюсе, да. Так. Одна Америка, если с нами, то и остальные будут с нами, значит, надо нам заинтересовать Америку, чтобы они на нас обратили внимание, говорит Фрея. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Украинская ТВ помойка, точь-в-точь Russia Today, говорит Светлана Хадзевич. Это говорит украинка, а не я. Не Фейкин. Украинцы одну ошибку уже совершили, дали гражданство Невзорова. Да, это
совершила власть украинская. Да, все будет Ичкерия. Да, граждане Ичкерии. С гибнем и вести дела получите одно нехорошее, да. Уже платят, Асан. Да, Амзат, платят, точно. Свободных россиян вряд ли можно найти, ведь Путин их продукт. Чечня не Россия. Асан, может, они, украинцы, тоже в курсе, просто используют для своих целей. Ну вот, я об этом и подумал, Чечня не Россия, раз они разрешают им. Ну, я в эти игры с людоедами не особо просто верю. Может, у нас просто повод, у нас опыт печальный, с этим, может, связано. Ну, как-то так. Как на твой взгляд, насколько долго может продлиться такая ситуация в России, в частности в Чечне, Хамза говорит. Аллах, Хамза, Сунам. Я считаю, что война в Украине закончится в 23 году. Максимум она может продлиться до 24-го. Украина будет освобождена полностью. Как будут дальше происходить процессы? Дальше перейдет Украина границу и начнет действовать на территории фашистской России. Как? Почему, если России можно бомбить Киев? Почему, если можно Мариуполь сравнивать, как Грозный, с лица земли стирать? Почему это нельзя делать, например, украинцам или чеченцам? Поэтому я думаю, что в следующем году, этот год уже закончился практически, поэтому в следующем году я думаю, что Украина выстоит. И вот что победит, полностью разобьет. А вот что дальше будет, вот это уже, на мой взгляд, это уже другой вопрос. Как сможем мы организоваться? Вообще, смотрите, если брать чеченцев, вот то, что тебя волнует, Хамзат, как и меня, вопрос нашей страны, нашего народа. Поэтому в этом смысле, если мы правильно организуемся, мы, чеченцы, здесь в Европе, там, с Абешем в заложниках, если мы здесь в Европе организуемся как положено, сделаем все как нужно, то мы можем получить поддержку. Вообще наш вопрос, он не военным путем решается, чеченский вопрос. Это только политическое решение имеет наш вопрос. Нам нужна протекция ООН, спонсорство Соединенных Штатов Америки. Тем более у Соединенных Штатов есть замороженные, арестованные счета фашистской России. И, скорее всего, оттуда и нам будут деньги поступать для восстановления нашей экономики, нашего государства. Деньги у нас фактически имеются, они просто у американцев. Поэтому нам нужно организоваться. И ца задачу, и задачу, целый, ца нацият, короче, такой исторический момент, это просто нам очень нужно. Но нужны настоящие, не симулякры, не запятнанные люди нам нужны. Честные, свободные, надежные, верные этому делу люди нужны. Вот мы должны сформироваться для этого. Для этого нужна дискуссия в обществе. Для этого мы должны создать гражданское общество. Должны создаться внутри нашего общества, должны создаться институты. Это я тебе говорю, что нам нужно сделать к моменту, когда Украина разобьет фашистскую Россию на своей территории. Украина перейдет границу, будет бомбить Москву. Это все уже варианты, какие могут там происходить. Если же не будет никакой с нашей стороны никакой реакции, какая-то вялотекучесть будет какая есть, или же имитация деятельности какая есть сейчас, то в этом смысле мы можем просто остаться опять же на перроне. Поезд промчится мимо, а мы останемся на перроне. Я об этом несколько лет уже говорю. Мы должны запрыгнуть на этот поезд, на поезд нового миропорядка. Мир меняется, процесс запущен.
Его остановить невозможно. Это как лавина, это как огромная река, которая идет. И наша задача, чеченцев, мы не можем остановить эту реку. Мы не можем что-то изменить в этой системе координат. Что-то мы можем, но не можем кардинально что-то менять. Мы можем просто потоки и волны этой реки использовать для того, чтобы наше общество, наша нация смогла занять достойное место в следующем этапе мирового переустройства. Переустройство происходит, на наших глазах оно происходит. Мы это увидим, наблюдаем. И гарантированно хотя бы 100 лет, учитывая наши национальные интересы, на нашей территории не вести никакие войны. Вот это задача номер один, мне кажется, которой нам нужно прийти. Это не значит, что мы не должны вооружаться, не значит, что у нас армия, не должна, все это должно быть, но мы должны получить права в новом мировом порядке, такие же, какие будут у большинства стран, которые есть. Это нам может гарантировать и помочь в этом только англосаксы. И вот нам нужен интеллект. Вот все, что нам нужно. Подготовиться. Ну, Гайшин, работа ведется очень мощно против нас. Но эти отмазки, отговорки, они обоснованные. Это факт. Мы сегодня долждуизм. Но мы можем это преодолеть. Только немножко задуматься нужно. Нужны умные люди нам нужны. Нам журналисты нужны. Нам юристы нужны. И нам, конечно же, после этого нужна поддержка американцев, которые сегодня являются самыми главной сверхдержавой в этом мире. Россия уже потерпела поражение. 10 лет она будет пребывать в агонии, 20 лет она будет пребывать в агонии. Не имеет значения. Мировой порядок будет установлен новый. Даже если Россия в него не войдет. Да, потом Россия, как несколько государств войдут туда, или же как единая, там какая часть государства, как единым оно уже не будет, но как несколько государств войдут. Но может в какое-то время они будут находиться вот этим новым мировым порядком. Ну, пока они будут за рамками этого нового миропорядка, они будут получать по голове. Я не думаю, что русские очень нравится, когда им бьют по голове. Им нравится других бить, а самим им не очень это нравится. Поэтому они, недолго думая, быстренько там разделятся, не глупые. Там тоже есть люди, которые поймут, что им нужно встраиваться в этот новый миропорядок. Туда придет Китай, ну и так далее, и так далее. Россия будет раздербанена, и на Кавказе мы станем свободным, независимым государством. Есть как вариант, что мы будем объединенным Кавказским союзом государств, что меня в принципе более чем устраивает. Я за эту систему. Я против того, чтобы российские регионы, которые не желают жить самостоятельно и управляются так называемыми элитами, на самом деле кадрами КГБ, на которых имеется там куча компромата, управляемые они, чтобы, если будет сохранена террористическая банда ФСБ, она не будет люстрирована, осуждена, все архивы рассекречены, отдел кадров, да, КГБ, ФСБ задержаны, арестованы и осуждены, потому что они там самая главная вот эта суть именно этой банды ФСБ. Если эти народы не хотят, то я против того, чтобы объединяться с ними, если эти народы сами не изъявляют желания. Либо же они должны под началом города Джохара объединяться, и уже вот тогда, как у нас здесь в Евросоюзе является Брюссель столицей Евросоюза, тогда условной, правовая она в Страсбурге находится,
политическо-военная в Брюсселе находится. Если будет в городе Джохари, вот, да, то на таких условиях можно объединяться, собираться и объединить. Я думаю, чеченцы могли бы договориться со всеми народами на Кавказе. Мы всегда находили, когда нет русских, мы всегда общий язык находим между собой. И мы могли бы гарантировать интересы Соединенных Штатов на Кавказе. Для этого нам нужно работать, да, Самзат. Вот что нам нужно делать. Нам нужно работать. Нам нужно очень много проделать работы. Никто за нас ничего не сделает, друзья. Так, давайте дальше. Достаточно в Украине и Озасанс. Так. Не могут, поможем, не хотят, заставим. Была бы возможность. Бо анархист. Может, русские только силу понимают? Конечно. Другого они, Заур, они не понимают. Только язык силы. Так. Только язык силы понимают. Америка уже детально в курсе насчет нас. О чем ты? Да, Америка, Ури, Америка и Англия знает больше, чем мы с тобой и многие наши зрители вместе взятые. О нас, о чеченцах. Потому что у нас архивы, фото, видео, журналисты, которые у нас были, это все были западные, немецкие, американские, английские. Погибали у нас там журналисты, как мы знаем. Ну и много чего. Конечно, знают. И вообще мы уже есть ООН, как чеченская нация. Нам нужно сейчас сформироваться. Как мы, это никто не умел. Как мы, это никто. Почему? Я понимаю, почему, но вот надо что-то сделать. Посмотрим. Ладно, давайте еще. Я один из комментариев. Далющин. Так. Орум Ценбуэй, Далмула. Давайте по ходу говорим, кто такие языки знает. Я знаю 3 языка в совершенстве. Чеченский и русский, частично нидерландский. Ну, русский можешь забыть. Он уже не нужен. По крайней мере, через несколько лет это будет вообще не актуально. Так, давайте посмотрим, что тут пишут у нас. Но на кадыровцев много крови, так просто чеченцы не оставят их. Так просто, Хамзат, здесь даже не рассматривается, Хамза. Никого не будем оставлять. Никого. Ни кадыровцев, ни завгаевцев. Мы просто и нам преподнесли эту мульку. Кадыровцы. Нет, не кадыровцы. Подхолопные. Прорусские, вот кто. Нам не важно, кадыровец он, там, патрушевец он, путинец он. Если он за Россию, и он был против своего народа, он должен нести ответственность в той степени, в которой он виноват. Если он недостаточно виноват или там не совершал убийств, это одно. Если на человеке есть кровь, это должно быть осуждено. Наказать, не наказать, решат близкие родственники убитого. Они будут выносить последнее слово. Но то, что суд должен поставить точку над ним, над этими преступлениями. Завгаевцы это. Мы с 91-го года должны это смотреть. Все, кто был за Россию, все, кто мешал строить государство, все, кто зазывал террористов в нашу страну, фашистов, для того, чтобы они устраивали нам террор и фашизм. Вот эти все люди должны понести ответственность. Если они умерли, то они должны быть посмертно осуждены. Их имена мы должны знать. Это делается не потому, что я кровожадный. Это практика всех народов всего мира. По-другому это не работает. Если мы не накажем
людей, которые препятствовали строению нашего государства, подрывной деятельностью занимались, участвовали в убийствах, преступлениях против чеченского народа и государства, чеченской нации, всех народов, проживающих на нашей территории, не только чеченцев. Если мы этого не сделаем, то мы не построим государство, потому что любой следующий, который захочет продастся, захватить власть, узурпировать власть, который найдет союзников, не знаю, в Северной Корее, в Китае, я не знаю, еще в Иране, в Турции, ну где угодно, неважно. Он продастся этим странам и начнет снова уничтожать чеченскую нацию. Навеки вечное мы должны осудить это. Навеки вечное. Вот эти все преступления. Да, некоторые должны попасть под амнистию, некоторые должны быть освобождены от уголовной ответственности и так далее. Некоторые на срок только подпадают под закон люстрации. Да, может 5 лет, может 10 лет. Он не имеет права занимать никакую должность, никаких госучреждениях. Да, его не сожают, его там возместил ущерб, например. Кто-то сжег дом, например. Вот у нас в Катырюрте сожгли дом Аслана Битюкаева, последнего амира, как они говорят. В этом принимали участие разные товарищи, в том числе из Катырюрта. У него там отец проживал. Кто должен возместить ему? Власть Ичкерии должна возместить. Власть Ичкерии должна возместить, да. Не ждать, пока эти выплатят. Но все, кто сжег имущество, вынудил людей жить в других местах, не в своем доме, сжигали дома, взрывали дома. Я не говорю про убийство, я говорю про материальный вред, который был нанесен. У некоторых есть дети. Эти люди должны платить за это. И финанс будут кого-то штрафовать, кого-то будут. Кого-то в тюрьму посадят. Я вообще за отмену смертной казни и замену его на пожизненное лишение свободы. Комфортабельные, нормальные тюрьмы есть. Все, кто принимал участие в Украине, в войне против Украины, будем отдавать Украине. Пускай Украина наказывает преступников, которые совершали преступления против Украины. Мы этому препятствовать не будем. Все, кто взял в руки оружие и пошел воевать против Украины, несет ответственность. Это россиянин, который не имеет к нашему государству, а только лишь опосредственное отношение имеет. Ну вот такие вещи. Этим должны заниматься депутаты для формирования закона. Да, в депутатском корпусе должна быть комитет по люстрации. Этим должны заниматься судьи, прокуроры, Бог будет, которые мы обязаны сделать, если мы государство. А мы государство, мы нация. И мы это сделаем. Цаши Куйоч. Причем опыт есть у других стран. Мы знаем, как это делать. И нам готовы помогать. Готовы. Я просто перематываю иногда, а сам правильно ты сказал так. Вот именно тогда мыслишь, что иллюстрировать всех и вся, говорит. Да, 5-10 мало основ, пожизненные есть цена. Война, я имею в виду людей, которые помогали, например, имитировать, да, никаких выборов же нет, например, помогали участвовать там в выборах. Ну что ты же не можешь его пожизненно иллюстрировать. Вынужденно некоторые делать. Там это большая работа, которую мы должны будем сделать. Четко в соответствии с законом. И мы сделаем эту работу. Саши Куйоч. Все, кто был, будет. Но все зависит от степени вреда, который ты нанес. Вот и все. Если же кто-то посчитает, что вот сейчас в Турцию уезжают кадыровцы, в Европу уезжают, и за ними грешки вводятся, за некоторыми конкретные тяжкие преступления, а за некоторыми грешки вводятся. Вот эти люди могут начать уже содействовать
И это все будет учитываться судом. Если он поможет в чем-то, противодействовать, даст информацию, спасет человека, поможет выехать человеку, еще что-то сделать. Ведь у нас много разных ситуаций есть. Это все в его копилку будет. Это будет его смягчающим обстоятельством. Поэтому вайшадеш цанохчиду, да, вайн хватнак ишч суртер, то ишч суртера, цацвек игавел, воган, цацана хаквелла, сискаля из оле. О, яйца сискал, аж би яйца ездит. Ну, да, ну вот надо как-то это будет исправлять. Значит, вы должны своему народу, своему государству, если хотите жить в этом государстве. Ну и так, будут паспорта разных цветов, которые Джохар Дудаев тогда говорил. Кто-то это как паспорт у кадыровцев или там завгаевцев будут золотые паспорта, желтые, то есть. У других будут другие паспорта. Они же золото любят, поэтому им желтые паспорта мы выдадим. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. А ты сам воевал? А ты с какой целью интересуешься, да? И что это поменяет, если я воевал, да? Так, наверное, это не ночь, а то я по-чеченски общаюсь. Пророк Мухаммад сказал, кто знает один язык, он один, кто знает 10 языков, у него 10 товарищей. Это я слышал от стариков. Мечха дизбадик дич. Моста очень моста бюшборсха бишмона сеш забарьяш борон. Вейшни вагар яхтер бон иш мегон вейшни газ кимат. Так, друзья. Вы как наваливаетесь с комментариями, приходится перематывать, а потом раз и нету. Аслам, нам не дадут организоваться, если не будет согласовано силами, управляющими этими процессами. Самодеятельность любителей не поощряется. Ну кто нам с тобой, например, анархист, не может дать? Мы живем с тобой в свободных странах, если ты не в Германии, но если ты в Европе. Мы с тобой живем свободно. Кто может нам с тобой организовать? Мы знаем законы, есть правила игры в этом мире. Да, когда касается национальных интересов, нас могут попросить не мешать, не наносить вред национальным интересам. Но если мы организуемся, мы никому не мешаем. Наоборот, мы станем очень полезными и нужными. Поэтому кто нам с тобой, кто может тебе, например, помешать открыть культурный центр в той стране, где ты проживаешь, организовать молодежь, спортивный центр какой-нибудь. Да, денег нет, финансирования нет, ничего нет, это все сложно. И тем более вот эти на разные гранты, манты, там потоки финансовые, русские уже давно сели на них и никому ничего не дают взять с этого. Но если мы организуемся с тобой, ты, я, 20 человек, 100 человек в каждой стране, партию открыть, например, или есть партия, вступайте, Чеченская демократическая партия, председатель Хусейн Исханов, вступайте, общайтесь с Хусейном, приносите новые идеи, создавайте свои партии, свои группы создавайте. Главное, что мы придерживаемся демократической, правовой, светской Чеченской Республики Ичкерия. Вот мои сторонники, мои соратники, мои товарищи, мы пришли к выводу, что вот это начало Первой русско-чеченской войны послужило внедрением огромного количества агентуры, бардака, влиянием на нашу политику. И чтобы потом в 1997 году вносились какие-то изменения. Потом я первый раз услышал совсем недавно, в 1999 вносились какие-то изменения. Я, по-моему, даже от Хусейна не слышал, будучи депутатом второго созыва. По-моему, я могу ошибаться, конечно. Но я в 1999 услышал. Потом в 2002 году Аслан Масхадов, там, они Шура для Амира, Амир для Шуры. И фактически конституционный строй не только Умаров изменил, как нам рассказывают, а фактически Аслан Масхадов изменил. Хотя, опять же, он
изменил, но остался опять же президентом. Он себя не создал. Короче, очень много нарушений. Но эти нарушения были внесены, произошли в связи с обстоятельствами, которые ну, военными действиями, с течением определенных обстоятельств это было сделано. Поэтому я не буду называть это преступлениями, как некоторые это говорят, но есть вещи. Поэтому если мы понимаем, что нам нужно, да, у нас есть Конституция, основа основ, вот 92 год, 12 марта. Возвращаемся к этой Конституции, чтобы бардака не было, просто прийти к единому согласию. Я никаких вообще проблем не вижу. 97 года там, что у нас основная религия ислам. Это было вот навстречу вот этому движению, которое у нас дома появилось. Реально у нас дома люди поддерживали вот новое веяние ислама, глоток религиозной свободы, которую мы получили, и так далее, и так далее. И мы знаем теперь, что за этим стояли русские спецслужбы, и не только. И мы должны вот как-то сформироваться. Если мы на 92-м году Конституции договариваемся, это все наша Конституция, нам больше просто, кто нам может помешать? Да, нас не профинансируют, если не захотят сильные мира сего. Но давайте придадимся вот такому теоретическому, да, там, ну, пофантазируем. Например, в каждой стране у нас есть очень сильные представители, которые в этой стране уважаются. Агентуру, как мы знаем, в Европе зачищают. Нам ничего делать не нужно. Нужно нам собирать информацию и передавать куда нужно про тех, кто связан с русскими террористами. Потому что терроризм это зло, фашизм это зло. Русский это или какой-либо другой. Это должны все делать. И вот мы здесь организовываемся в каждой стране. Объединяемся, связываемся уважительно друг с другом. Мы строим, русских нет, которые влияют на нас, или их агентуры. Все, мы можем договариваться. Здоровая конкуренция пускай будет, взгляды пускай оппозиционные какие-то будут. Это тоже нормально. Нохче, гилка, нохче, аэдля. Ой, лилшоч. А за нами смотрят. Вы даже не представляете, как за нами смотрят. Как за нами, ни за кем, наверное, так не смотрят. И вот мы все объединяемся. Каждый в своей стране. Создаются вот гражданские институты. Создаются. Культурные центры, правозащитные центры. Да все что угодно. Да, на энтузиазме, без денег, без крутых офисов и все остальное. Но люди работают. 1-2 человека, 3 человека грамотных, знающих языки. Они налаживают связи каждый в своей стране. Кто нам это может помешать? Вот о чем я говорю. И вот когда мы объединяемся, вот у нас сколько? 27 стран, да, в Евросоюзе. Сколько? Ну, мы проживаем, наверное, во всех этих странах, в Америке еще. Ну, 30 стран. От каждой страны мы выдвигаем, каждая страна, например, между собой договаривается, разговаривает, выдвигает 1, 2, 3, собираемся, в скайпе собираемся, еще как-то собираемся. Да, и не имея финансов, спокойно можно это все делать по интернету. Это дешево, практично, сердито. И записывать под запись, чтобы все это сохранялось. Это наша история. И мы объединяемся и выбираем лидеров. Пускай это будет не один лидер, пускай это будет несколько лидеров. И все. И я вас уверяю, вот с таким обществом чеченским было бы хорошо, если один лидер был, и все поддержали, сказали, все, давай, ты твой. И вот если бы мы объединились таким образом, я вас уверяю, с нами будут разговаривать все, как разговаривали с Джохаром Дудаевым. Понимаете? Почему Кадыровщина сейчас там, Кадыров, Ахмад Хаджи, Путь там это говорит? Это они показывают миру, что они едины. Таким образом они и объединяются. И мы, когда говорили Джоухар, таким образом мы миру давали сигнал, что мы поддерживаем нашего президента, что мы его любим, уважаем и погибнем по его приказу.
и погибали. И он сам погиб. Потому что мы верили, он был честен с нами, мы были честны с ним. Его соратники были честны с ним, если более точно сказать. И народ был с ним честен. Кто нам может помешать? Никто не может нам помешать. Никто. Я абсолютно убежден, чтобы жить в мировом сообществе, нам нужно опереться на Нохчалла. В Нохчалла есть все ценности демократии. Абсолютно точно. Бюрсборс абсолютно. В Нохчалла есть все ценности демократии. Плюрализм мнений, человечность, гуманизм. Все вещи, которые сегодня мир, который говорит, они есть в самой сути чеченского общества, чеченского народа. Конечно, нам нужно опираться на наше Нохчалла. Ни в коем случае это не значит, что нам нужно враждовать с религией, как нам сразу же пытаются представить. Но мы должны повышать уровень своего образования, подготовить детей. Вот как-то так работать, да, в этом направлении. Так, очень даже голый энтузиазм – это переливание с пустого в порожнюю. Очень даже одетый был Урис. Я полностью согласен с Урием, что это не переливание с пустого в порожнюю, анархист. Нет, ни в коем случае. Например, я тебе, я с ума цедина, ситуация меняется в мире, я просто комментирую. Я когда приехал сюда, я купил планшет просто. Обычный планшет Samsung. И вот писал, что-то писал, делал, но я тогда шифровался очень сильно, думал, обойдется дело. Не засвечусь, как и вы все многие. Поэтому можно много что сделать. Можно сделать очень много. Главное, чтобы было желание. Один человек может сделать очень много. Очень-очень много. Намного больше, чем я сделал, и я вообще ничего не сделал. Сделать могут. Поэтому нужно... Нет, так нельзя, анархист, да, так нельзя. Так, Аслам Браво, Файтер Израиль, Шалом. Так. Над статусом Кадырки поработали очень хорошие маркетологи и психологи, которые знали, какими лозунгами и чем зомбировать народ. Да, именно так. Именно так, да, именно так. Помимо желтых штанов Абти-Алаудинова у него будет и желтый паспорт. Полный. Желтый будет соответствовать их штанам. Буаду Машуэль. Я чуть-чуть перемотал. Алейкум салам. Витаю, друзья. Аду, витаю. Комнатный специалист пришел, говорит. Тут к нам пришел чувак какой-то. Комнатный, не комнатным. Ну, кровью вам попортил ли он, ублюдком. Салам алейкум, алейкум ассалам. Лейк шех бо. Муста, а язин комментарий сун. Цегинал, ю язила, халацеич. Так. Анархист, говорит Бюрсборс, евреи переливали из пустого в порожнее с 1906 года и в результате через 40 лет создали государство. А еще через 40 лет сделали свое государство сильнейшим в мире и хорошим для своих граждан. Да? Да. И чего им это стоит? Все служат тяжело, упорно, трудно. Но уже все. Нету ничего, что не может сделать человек, если у него есть мотивация и желание. Да? Мотор наш, ба наш лилу диз, тахби улах хирдац.
Садич, конечно, хирдат. Осмелч, безер, регистрируйте нашу бегар, нашу партию демократии. Вот теперь она зарегистрирована. Да. Почему ты поддерживаешь США, говорит. А почему я не должен поддерживать США? США мочит русню. Это наш естественный союзник. А почему я не должен? А ты за кого? Ты подхолопный, да? Ты под-русски? Как тебя там? Б1С или как тебя там? Так. Кто такие желтые штаны? Я слышал про желтые штаны, жилеты во Франции. Это генерал, российский генерал, где он? Апти Алаудинов. Спасибо за подарки, друзья. Почему-то приходят сообщаем подарки, но здесь не высвечивается. Не все комментарии проходят, интересно. Я за мир. В смысле ты за мир? Ты россиянин? Ответь мне. Ты за мир. Ты россиянин? Ты за Россию? Кто ты по национальности? Скажи мне, я скажу, кто ты, Бог. Да? Скажи, за кого ты, я скажу, кто ты. Да? Файтер Израиль, 100%. Это путь уже пройден нами, проверен и доказан правильностью. Теперь вам можно пойти по нему, о чем Аслан и говорит. Да, Файтер Израиль, точно. Голого энтузиазма у евреев никогда не было. Но, конечно, у них не было голого энтузиазма, у них были желания и мотивация. Но если бы евреи не имели бы желания бы, никакие деньги, никакие другие возможности им не дали бы построить это государство. Они готовы были умирать. А это намного круче денег, намного сильнее мотивация, чем деньги. Ичкерикант, ассаламу алейкум, братишка, ва алейкум ассалам. Я за мир Бог, Б1С. Смотрите. Да, россиянин, и я чеченец, Бог. Нет, Б1С. Ты не чеченец. Я тебя вывожу из чеченства и передаю тебя в россиянство. Россиянин, чеченец, который пишет, что он россиянин, а потом он чеченец и так далее. Тот я интихаю, он очевидец. А он ночи чуах он да индола да эрен да индо он ночи латтуа. Литио, ты когда ты сказал про США, сразу понятно было, кто ты, потому что ты не первый, кто так говорит. Хайен дайю, юул хайночи, дини ул хайночи, коми ул, юерс, цауерс. Ассалам алейкум, братишка, ва алейкум салам, ичкерика. Докажи ему. А что люди делятся на совершенно мусульман? Ведь все люди. Аслан, только двум нельзя изменять. Это жене и Конституции. Заур, ты о чем, да? Кстати, истоки создания современного государства Израиль были в Германии. Первый съезд делегатов прошел в Германии. Я говорю, что одного желания недостаточно. Должны быть покровители и союзники. Абсолютно анархист, в этом с тобой согласен. Абсолютно. Именно об этом мы и говорим. Но для того, чтобы у нас были союзники и покровители, спонсоры, протекторы, нам для этого нужно и организоваться. Вот и все. Нам не будет помогать никто, если мы не организованы. Придут, скажут: о, Аслан, мы готовы тебе помочь. Что тебе нужно? Скажи только. Я говорю, ну это и это. А поворачиваюсь, а вокруг никого нет. Я не организован. Нет со мной никого. Я один-одинешенек. Тогда как будет выглядеть их поддержка? Они должны каждому чеченцу, миллион. Вот о чем речь. Конечно, нам нужна помощь. И наш вопрос только политическим путем решается. Поэтому нам нужна помощь. Как-то так, да. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. И я не кадыровец. Когда ты заугаевец или ты там еще кто-то, какая разница?
Какая разница, ты называешь себя россиянином. Я сделал ногчи матлат, а шидуаш я сделал, ногчи умовой, а ты пишешь, что ты чеченец. Напиши что-нибудь по-чеченски. Я что-то сомневаюсь, что чеченец будет такое писать, что, хотя в последнее время много вырастили они на этой пропаганде. Так, Аслан дикеля нис бо иза хайн хумю из ейн хумю из нохчалла велла из россиянину. Да, бюрспор, ара бадыдич. Ща кадыровец вац боссу. Ну, заугаевцы тоже не кадыровцы, да. ФСБшники тоже не кадыровцы. А какая нам от вас разница? В сортах клопов разбираться, нам какая разница? Вы для меня, россияне, все на одно лицо дел. Тердат, ночь волча, тердат. А ночью бизнес стоит выше национальных интересов. Это самое неприятное. У нахчой. Анархист. Бизнес и финансы стоят у всех выше народов. Не у всех людей у народа, а вот в каждом народе есть у тех, у кого стоит выше. Мы знаем в нашей истории чеченцев, которые оставляли миллионные бизнесы, вкладывали их в войну и сами погибали на этой войне. Поэтому, конечно, деньги, бизнесы и состояния имеют значение для людей, для многих людей. Для некоторых имеют вообще самое главное значение в этой жизни. Но это неприятно, но факт есть факт, да, такое имеется. Ассалам алейкум. Хонас бай. Ва алейкум ассалам. Так. Хотя бы на время Берт Лобо. Берт, аз злой со Берт. Ассалам алейкум. Ва раматуллах. Ва алейкум ассалам, Тимур. Машволя. А почему Кадыров в панике? Потому что я россиянин, потому что живу в России и у меня гражданство России. Ну, у чеченца, кроме гражданства и паспорта, есть еще сердце и голова. И писать здесь «я россиянин» и «я чеченец», то я тебе сказал, напиши по-чеченски, пару слов на чеченском я тебе сказал, напиши по-чеченски. Ты мне написал, ты не знаешь чеченского языка, ты потерянное поколение, потерянное семя, да? Ты не чеченец, ты россиянин, оставайся им и живи в своей России, да, это бойла, и всего хорошего тебе, да? Да, не можешь написать. Окей, я могу сказать хорошо на чеченском дигду. Понятно все с тобой. Ну, наверное, у тебя папа чеченец, а ты с мамой вырос где-нибудь в Самаре. Да, я. Дигду знаешь, кто знали? Когда я учился в университете, наш весь курс знал слово дигду. И не только слово дигду. И никто из них не был ни чуточку даже чеченцем. Да, загуглить сейчас. Аслан, совершенно верно. Если увидят представителей нашей демократической партии, узнают, что мы за люди и что мы хотим, то, конечно, помогут. Да, точно. Ассаламу алейкум. Мы предполагаем, Аллах располагает. Ва алейкум ассалам. Любое слово сказать на чеченском. Я и написал. Ну, дигду это самое простое, понимаешь? Самое простое. Я же тебе говорю, у нас на курсе было, я не знаю, человек 100 было на потоке. Все, наверное, я могу сказать, все знали слово дигду. И еще много других слов, и нехороших в том числе. Ассаламу алейкум. Можно в общих цабех даган. Вся оппозиция цахун цахуль. Ва алейкум ассалам наредвол. Можно? Я ни с кем не делюсь. Просто уберите связи с русскими оккупантами, чтобы не было людей, которые
как-то себя дискредитировали со связью. Суханца открытый ук для диалога. Я всех призываю. Просто мне не нужно, чтобы меня как-то запачкали. И то упорно меня пытаются запачкать, втянуть. За все время, как я начал вести эту деятельность, меня везде пытаются вот куда-то втянуть, где-то меня запачкать. Мне частично удается выруливаться, но иногда на меня брызги той грязи, которая на меня льют, попадают. Поэтому я не собираюсь. Это единственное мое условие, которое я не буду ни с кем уступать никому никогда, ни за что. Никакой связи с русскими террористами, с фашистами. Да я не против русских как этноса, если они среди нас, это никакой проблемы. Главное, чтобы они не работали на русскую разведку и не пытались заработать на чеченском горе, на чеченском крови. Все. А остальное у меня нет никаких проблем. И вы все свидетели, многие свидетели, как я топил за единственного человека, который здесь представлялся властью и пытался как-то легитимизировать, рекламировать, еще что-то делать. Умацадешам цаинсу. Аслан, русские не допустят объединения. Если мы объединимся, то нас признают. Да, русские не могут этому не допустить, они мешать могут. Все в наших силах. Вся проблема в том, что созданы симулякры искусственные, которые нас долгое время, вы сейчас видите, исламская пропаганда, она сошла уже. Так, да, они сейчас уже не так публично делают. Многие сейчас пропали с поля зрения. Да, не просто ж так все разом пропадают. Разом появляются, разом пропадают там, и так далее. Сейчас они пытаются на нас влиять как-то. Но если нам хватает понимания, образования, мотивации, мы придем спокойно туда, куда идем, куда у нас поставлена цель. А сейчас самое время, самое лучшее время. И мы должны это делать. Так. Вэкам пачалх мяшерю элхитеон. Дерхите сунам. Дерхите. Свободеш ашуматтон. И екцельч. Дерхите. Мобох палбюц амозу. Ого. Ну а битеце бюц вообще агушвац, решвац, далече нашу. Zo'n kritiek steeds. Дух деловой. Дел. Есть одно деление. Есть за русских и не за русских. Все. Хотя деление. А там уже идет разветвление. Мы, которые не за русских, да, которые свободные чеченцы, мы можем делиться на какие угодно группы, партии и так далее. Но нас никак не должно связывать с Россией. Мы всегда найдем общий язык. Да, конкуренция будет, эго будет, которое есть у чеченцев, такое ярко выраженное. Но это все решается. Это мне вообще все равно. Главное, чтобы не было связи с русскими. Вот и все. С КГБ, с ФСБ, с ГРУ. Все. И дух цахальдишты. Хотя умадать. К чему ты стремишься в своей деятельности? У меня на YouTube канале в разделе сообщества или на описании канала там написано, почитай. Так, я думал, почему они до сих пор не ликвидировали всех оппозиционеров Ичкерии. Да, оппозиционеры Ичкерии, я не знаю, как там ты, но да, не всех ликвидировали, некоторых оставили. Да. Ты Тумсо называл вахабером. Нет, вахабенком я его называл. Вахабенок. Это российский агент, я еще раз говорю, которого сейчас... Я не знаю, что с ним произошло. Я полагаю,
скоро он в Россию всплывет. Ну или сдаст всех и вся, да, всю свою сеть. Уже сдал, наверное, всех просто. Конечно, сдаст, это ему привычно дело. Шубарт амт яхуттар мадачун. Имран бо Имран. Вала сос амт яват дреш мават. Сун ушек раскшн бой маз буй гезг маз буй тавой связь сальч эмек штуксун. Я как все делал, все побежали, и я побежал, да, кино час. Шушаве грезуй, шуцук, раскшу царильчане, раскш дуй, цуюк и мазбуй, все, мне это не интересно. Аж сумбях мобиль, я вышел не для того, чтобы меня тут заморали или использовали русские террористы, да. Хан Украине бомна что мега новогодняя воинсан мега мустан имбадон и нис боа то мекшу сял на сомра ордина ячли рюцер хана то мег. Так, всем Наталья, спасибо за подарки, спасибо. Амин, ночью он дал борца. Объясни, что вахарики для русских такое же оружие, как Талибан для США. Для США. Я это много объяснял уже. Так. Войнах. Ты эти комментарии, если только они оскорбляют антисемитизм, антиамериканизм, антиукраинство, античеченство, вот это все, если присутствует, только в таком случае пропаганда, оскорбление, только в таком случае блокируй в войнах. И пусть пишут. Ой, Гизи Бог, да. Суди Гунцала. Ой, Гизи Бог, да. Бог тиктокер. Ой, Гизи Бог тиктокер. Соцакит, ой, Гизи, уду. Бог тиктокер, суди Гунцала, адвокат, Бог швайцо. Так, дивіться, ночью отцу шбац, я цабеш просто цабить, цабеш. Понятно. Так, мы уже время уже проскочили, друзья. Надо заканчивать наши посиделки. Основном всегда Литва поддерживала Ичкерию, Грузию и Украину. И будет свобода. Латвия. Мавидин Бабаев. Да, Литва, вообще страны Балтии, одни из самых таких невыпячивающих, верных последователей, друзей чеченского народа и государства. Это правда. Низкий поклон и огромная благодарность. Мы всех помним, всех знаем. Знаете, чеченская пословица говорит: «Хайндигдич цахаа, хайнгудич хуордац». Если ты не знаешь хорошее сделанное тебе, ты не оценил хорошее, то ты не оценишь и плохое то, что тебе сделали. Это очень с глубоким смыслом, особенно на чеченском языке это звучит. Поэтому, конечно же, мы все знаем и всем благодарны. Так что все будет Ичкерия, да, Алмула. Спасибо всем большое. Я цабеш банчу лич хунца бойта. Бит, пускай пишут, да. Палычин. Шедега аздичник хердуйтиш, сани суди лубохцу, мин лубохтишцу, сацакитер. Так, друзья. Аслан, отлично, что ты каждый день бывал делаешь. Да, будем делать. Я сейчас особенно каникулы,
времени много, будем работать. Ижери. Да. Артур, ва алейкум салам, дикуда албухастам. Друзья, всего самого хорошего. На этом я свой стрим Фрея не прибалтийские, а балтийские. Халацагич, да? Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Адикер бюздегалюэль. Маш оэль. Файтер. Чус, как говорят немцы. Адикер маш оэль. Так, сперва тут, как обычно. Так, здесь мы выключили. И вам всем не хворать, друзья. Аслан, да, сейчас зачитаю. Аслан, канал Фабрика Новин лживо утверждает, что кадыровцы избивают русских солдат и показывают русского офицера, который палкой избивает. Это они могут. Адикер маш оэль.